Друзья, всем большой привет! На календаре у нас сегодня 1 июня, первый день лета. Но у нас летом и не пахнет. Лето у нас закончилось, наступила осень. Где-то градусов 10, наверное, тепла, но с утра поливает дождь. Все, только собрались на речку, дождь. Вот сейчас вот немножко прошел, но, как говорится, нет худа без добра. То, что поливает дождь, смотрите, дождь дождем, но зато под дождем я могу собрать что? Червей, все правильно. Вот сегодня я вот в окно смотрел, что уже вот они, видите, да? Прямо ползают по поверхности почвы, вот они. И сейчас мы их немного, пока они обратно не зашли, вот дождик немножко прошел, немножко их пособираем, потому что запас червей у нас небольшой. Вот, видите, да? Вон червячок. Прямо ползают по полю. Вон червячок. Поливал дождь, сейчас капитально стеной прошел ливень. И все они вот повылазили. Не в таком количестве огромном, но их есть, они есть. И сейчас мы их немножечко пособираем. Вот. Ну а потом уже пойдем сегодня все-таки выставим, наверное, наши продольнички. И Николай попробует на фидер. Сегодня мы ездили в райцентр. Валентин на работу. Ромик тоже там по работе. Они остались там. Мы приехали вдвоем. Ну а уже завтра у нас будет огромная большая компания рыбаков. Приезжают еще 3 рыбака с города. Так что надо, так сказать, подготовить платформу. Поставить снасти, чтобы наловить рыбы. Вот. Ну а пока что, начинаем сбор червей. Вот так вот это делается. Даже землю копать не надо. Вот видите, да? Картофель топтать не будем посаженный. Чисто вот так вот по краю будем ходить. Вот так вот и собирать. Пока сажали, пахали картошку, немножко мы собрали, конечно, червей. Но этого недостаточно. Потому что продольники, тем более сейчас уже вода упала. Наверное, уже долбит ёрш. И червей надо будет много-много. Или же надо где-то будет надо найти мальков поймать, живцов. Не так-то и много червей, смотри. Вот где сухо, они не вышли. Вот. Где есть земля. А где вот затопило, они там ползают. Я так думаю, наверное, вот так вот возле бровки. Их, наверное, все-таки здесь больше, я так думаю. Так, саморез. Ладно, сюда пока бросим. Ну, картошка вышла. Или это что, посадили, я не понял. Так. Навряд ли мы так ее посадили. Вот еще одна картошка вышла. В этом году снег выпал на талую землю. И очень много картошки, ведра 3-4, наверное, мы собрали уже весной. В идеальном сохране. Даже не сластит ничего. Так что едим теперь свежую картошечку. Ладно, как-то вот так вот. Сейчас немножко пособираем червей. И встречаемся на Печоре. Так, ну что, вот мы и на реке. Как мы видим, с вчерашнего дня вода немножко упала. Наша закидушка уже на суше. Где-то сантиметров, наверное, 5 примерно по высоте. Коля сказал, что сегодня утром здесь ничего не было. В принципе, сегодня тоже пока ничего не чувствуем, но сейчас мы это дело проверим. Наживим свежими червячками и посмотрим. Так, первый крючок пустой, второй тоже пустой. Что-то не хочет. Раньше здесь на закидушке
Нет, что-то дергает. Что-то дергает. Вон, подъязок идет. Не знаю, дойдет, не дойдет. Вот он. Есть подъязок один. Коля! Есть подъязок, но... Иди помойся пока в травке. И вон сколько грязи здесь. Ну вот, первая рыбка на закидушку. Уже хорошо. Сейчас мы это все почистим. Наживим червячками и закинем опять. Вода падает, воды мало. И заметил здесь всплеск хариуса. Сегодня обязательно попробую. Вот он опять плесканулся. Сейчас возьму маленькую блесенку. У меня там с мушкой есть. И попробую пару раз закинуть спиннинг. Чем черт не шутит, может быть, что-нибудь доклюнет. А потом уже взяли сегодня удочку. Попробуем также на удочку. Идет, правда, дождь. Ну ничего, не сахарно, не растаем. Вот одели парки. И в парке вообще пофиг на этот дождь. Вообще пофиг. Так, где-то там у нас. Вот он. Вот первая рыбка. Подъязок, консервный размер. Так. Я говорю, находиться на берегу — это обалденная замануха. Вот пошел кидать, ставить продольники. Пока проверял закидушку, заметил, что здесь вот плесканулся хариус. И что думаете, он теперь взял блесенку, вот такую вот. Сверху мушечка. И что? Давайте попробуем. А вдруг 1 июня уже... Вот он, плесканулся. Этот не крупный. Там вроде покрупнее был. И сейчас мы попробуем. А вдруг? Чем черт не шутит? Хариус у нас рыба хищная. Она вполне может также ударить и на блесну, ну и на мушку тоже может. Если нет, потом попробуем вечерком бомбарду еще погонять. Долго терять времени не будем. Буквально забросов 10-15. Да, нет. Чисто, вот он. Видали, да? Видали, он плесканулся сейчас. Этот не крупный, сантиметров 20, наверное, где-то 22 может быть. Но он плещется. Вот он, этот покрупнее уже. Уже плещется. 1 июня. Где такое видано? Так что я так думаю, если он плещется, вот он. Всякие разные. Тут не один их. Штуки 3 точно уже здесь на этом перекатике есть. Вот там вот покрупнее. Он по всему перекату он плещется. Это что говорит? Это говорит уже, что наступило лето. Блесенка легкая, далеко не закинуть. Вот бомбарду, я так думаю, можно будет закинуть чуть подальше. И вот на бомбарду уже, думаю, будет веселее. Но это после уже вечерком. Это вечерком, когда поставим продольники, а так мы так и будем здесь так баловаться без продольников. Если был бы здесь крупный хариус, а он здесь есть, скорее всего, он на блесну, думаю, шандарахнет. Мама, не горюй. Продольники, да, это продуктивно. Хотя не знаю, где я найду место для продольников. Вода уже упала. Но постараемся найти. Ну вот на спиннинг продуктивность поменьше, но зато все это вживую и намного интереснее. Сезон спиннинга уже не за горами. Таким макаром, если так вода быстро падает, на неделе надо будет уже... Да уже он будет клевать по-любому, мне кажется. Резина, блесна, где есть окунь, щука, я так думаю, уже будет брать, наверное. Хотя вон хариус плещется.
Не берет пока. Ладно. Еще раз здесь 15 закинем. Поедем ставить. Терять времени нежелательно. Пока выключаемся до первой поклевки. У тебя поплавок, ясь? Ясь походу, ну. Язянький. Вот он. Янцикадан. Что это упало? Кормушка? Корм нахуй. Ты ведро повыше ставь, они выпрыгивают с ведра. Пофиг ему. Он бронебойный. Зашибись. С ног до головы грязный стал. Ну, потихоньку, потихоньку. Пока я собираюсь ставить продольники, ты ведерочко-то накидаешь уже тут. Поклевочку заснять, если получится. Дернул хорошо. Динг сделал. Раз только и все. Коля сказал, что это хорюзовая поклевка. Что-то подтягивает или это течением? Это течение подтягивает. Ну, давай. Давай, давай. В прямом эфире. Что, есть что? Нет. Никого нет. Ну вот. К сожалению. К сожалению, день рождения только раз в году. Ладно. Пошел я продольники ставить. Так, все-таки смог я вырваться на Печору. Коля там остался, вот, как мы видим, не знаю, видно, не видно, на берегу. Говорит, выезжал еще одного подъязка, выдернула фидер. Вот он, мой родной дом. Ну и практически рядом с домом. Воды, конечно, уже маловато. Вот глубина, сейчас скажу, сколько здесь. Глубина метра полтора, не больше. Она продолжает падать. Здесь мелковато уже все, но там дальше немножко глубже пойдет. И вот все так вот поставим наши продольники. И в зависимости от того, что если будет прибывать вода, будем кидать ближе к берегу. Будет падать, будем кидать на середину. Ну, я так думаю, сильно большой воды уже быть не должно. Она уже летняя, если уже хариус плещется. Так, ну и по традиции коротко каждый раз, когда будем закидывать, коротко расскажу немножко о снастях продольники. Основание лески, ну, где-то 0,7-0,8, можно 0,9. Примерно так, в зависимости, какая рыба там у тебя. Ну, естественно, поводки должны быть порядком ниже. Если, допустим, леска 0,8, то поводки 0,6 примерно. Чтобы, если что-то зацепилось, леска порвалась. Крючок с поводком, а не сам продольник. Крючки, ну, у меня вот такие. Примерно на пачке написано было 2 диез. Я не знаю, какой это номер, второй. Можно первый, 1 диез. Вот такие вот средние крючки. Сильно мелкие крючки ставить не надо. Будет еж долбить. Вот такие вот нормально на язя, на хариуса. Самое то. 5 крючков на продольнике. Прицепляю я где-то от крючков расстояние на вытянутую руку. Так где-то примерно около 2 метров. 1,70 м может быть. Вот. Длина поводков где-то сантиметров 20, не больше. Крючок прицепляется к поводку, и поводок, здесь петля. На основной леске 2 двойных узла, и между ними вот такой вот поводочек. Просто петлю продеваю, и она туда-сюда ходит, и как бы в то же время как бы немножко и крутится, но дальше крючков она, дальше узлов, вернее, не уходит. Все. 5 крючков, основная леска, груз с веревкой. От груза тоже сантиметров 20 примерно. Тоже петля в петлю, и цепляю веревки. Веревка должна быть достаточно крепкая, ну и любая бутылка, какая вам нравится. Все, вот и вся снасть. Попробуем. Конкретно, конечно, мы запоздали. 1 июня.
Обычно мы только начинаем рыбачить, но, как мы видим, в этом году лето наступило намного раньше. И по воде уже, летняя вода уже поздно. Но я так думаю, без рыбы не останемся. Что-нибудь да все равно должно клюнуть. Наживка пока червь. Не знаю, где мы найдем мальков. Если найдем мальков, то на мальков, конечно же, дело будет интереснее, веселее. Вот. Червей немножко покопали. Вот сколько их. Это сегодня вот после дождя. Даже не копали мы их. Получается, собрали с поверхности земли. Цепляем на каждый крючок по целому червю, не жалеем. Один крючок, один червячок. Ну, будем надеяться, что один язёк. Все. Это коротко об установке. Сейчас поставим все продольники. Ну и потом, конечно же, вечерком уже сделаем первую проверочку. Я так думаю, там уже будет что-то интереснее. Все. На конце у меня тоже крючок. Кто что ставит. Кто-то веточку, кто-то типа, чтобы натягивала веточку елки, там пихты ставят. Я ничего не ставлю. Течение достаточно, натягивает и так. На конце крючок, на поводках 4-5 крючков на одном продольнике. Все. Наживляем, отпускаем и будем ждать поклевок. Червя нацепляют целого. Блин, весь погодка, конечно, не ахти, но что поделать. Сегодня целый день дождь, завтра полдня тоже. В парке дождь нам не страшно. Куда пошли? Куда пошли? На место, блин. Дождь идет. Черви все выходят наружу. Ну что, продольники мы установили. Самые муторные. Больше всего не люблю устанавливать и поднимать продольники. А проверять это уже интереснее. Ну и по традиции, как бы, когда первый раз устанавливаю продольники, сразу же проверяю. Посмотреть, ловится рыба, не ловится. Так что время прошло. Часа полтора, наверное, 2 как минимум. Я уже съездил на берег, посмотрел там фидер. Кстати, попался один хариус там. И поймал еще одну плотвичку. Коля поехал готовить ужин. Ну, до темноты, я так думаю, проверить мы успеем. Так что приступаем к первой проверке весеннего сезона. Вот, поехали. Ну что, сейчас, секунду, звонок. Звонил Николай, ужин, говорит, готов. Давай иди, говорит, ужинать. Я говорю, не могу я оставить это дело без проверки. Как так, установили и не проверить, это не в моих традициях. Так что по-быстрому сейчас проверяем и идем ужинать. Ну что, как вы думаете, на первом продольнике что-нибудь есть, нет? Ну давайте скажем, что есть. Мы все-таки оптимисты, не пессимисты. Все-таки это печора, а на печоре рыба водится. Так, натяжечка небольшая есть. Небольшая натяжечка, но походу харюзок, что ли, или что? Нет. Вот такой. И есть у нас первый язь. Есть у нас первый язь. Есть у нас хариус. И есть у нас второй язь. Вот так вот. Вот так вот. Начало положено. Такой вот харюзец. И 2 язя. Ну, как мы видим, веселее на продольнике-то, чем на фидер. Первая проверка. Только что поставили. Вон уже с уловом. Янцикадан. Ну, дай бог. И дальше так. Если так ловится, получается, можно просто по круговой ходить и проверять через каждые
2 часа. И будет счастье. Так что завтра приедут ребята. Можно сказать, вот вам продольники. Ловите рыбу. Кто как умеет. Так, ну что, наживляем, отпускаем. Встречаемся на следующем продольнике. Так. Так. Опачки, 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 опачки. Так, что у нас на втором продольнике? Я так думаю, что-нибудь тоже должно быть. Ага, натяжечка есть. Что-то идет. Что-то идет. Что-то идет, что-то дергается. Язь и окунь. Вот так вот. Вот так вот. Вот такая вот у нас сегодня рыбалка. Вот такой вот окунь. Так, и все. Вот такое вот у нас сегодня разнообразие. Один окунь, один язь. Этот уже чуть покрупнее язык. Ну, неплохо, неплохо. Дно ведра уже почти закрыли. Энцкаден. Вот. Так. Что у нас здесь? Здесь, походу, нет, что-то есть. Окунь. Вижу окуня. И еще там в конце что-то есть. Тоже, походу, окунь. Сейчас посмотрим. Ух ты, заглотил-то как. Вода уже теплая. Нагрелась, как летняя вода. Может, не совсем как летняя, но уже не как весенняя. Так, окунь. Ну, скорее всего, там тоже, наверное, на кушок. Что-то не крупное. Да, это тоже окунь. В общем, уже пошли окуни. Ну, нормальный окунь, он такой. Хорошеньких таких на удочку потаскать одно удовольствие. Так что мужики приедут, без рыбы не останутся. Так. Да, поздновато мы в этом году начали сезон продольников, конечно. Ну, что поделать. Лучше поздно, чем никогда. Окунь. Здесь у нас один окунь. На грани фантастики уже заглотил. И уже собирается подыхать. Опа. Молока еще идет. Не рестится, что ли? Еще нет, не рестился. И все. И больше никого. Говорю, поздновато. В этом году начали сезон продольников. Обычно вода теплая уже. Так что налим навряд ли нам попадется уже. Говорил с Василием. Тоже рыбачит на продольнике. Налима, говорит, этот год не было. То он уже продольники поднял. Говорит, на спиннинг интереснее ловить. Уже ловит на спиннинг. Окунь, щука, язь. Ну, попробуем. Если вот так вот будет долбить тоже окушки, да что, да ерши,
Если у нас не получится нигде найти мальков для живца, то, наверное, тоже придется поднять продольники и действительно рыбачить на спиннинг. Ну, пока мужики здесь, пусть стоят продольники. Будет время, сам буду проверять. Если нет, так пусть рыбачит. Часто проверять, все равно что-нибудь все равно попадет. Всяко продуктивнее, чем вот с удочкой или с фидером сидеть на берегу. Хотя, когда как. Бывает и, если хорошо ловится, и на удочку можно поймать больше. Так. Здесь у нас уже пошло поглубже. Посмотрим, что у нас на глубине. Есть рыба, здесь нет. Так, походу нет. Натяжки нет. Что-то непонятно. Ага, что-то запутало. Кто-то был, что ли? Что-то непонятно. Это что у нас? Засыпалось, что ли? Что-то непонятные зацепы. Пусто. На глубине рыбы нет. Но черви покоцаны. Походу что-то было, но ушло. Ладно. Мальки нужно, мальки. Все, прошел уже. Время червей прошло давным-давно. Червями надо ловить по холодной воде. А у нас уже это вторая вода уже упала, почти летний уровень вон. Начинали мы когда ловить на продольнике, вот помните, да, вот чайки, вот это все кусты были в воде, все кусты голые. Начинали когда ловить. А сейчас что? Сейчас уже лето, практически летняя вода. Ну, ладно, посмотрим. Нет, так поднимем продольники, будем ловить на спиннинг. Просто что хорошо, рядом с домом, свеженькая рыбка всегда есть, хорошо, удобно, много бензина не надо тратить, времени много не уходит, быстренько между делом сходил, проверил 3 раза в день, ну 2 раза в день хотя бы, и все. Но немножко надо было раньше. Такс. Опачки. Опа, здесь что-то есть. Здесь что-то язёк. Язёчек, и там еще что-то идет. Так. Язёк. Так, а там что? Хорюзок, походу. Или сижок. Еще там что-то, блин, под мотор. Под мотор. Так, это подвязок, понятно? Да, это сик. Вот так вот. Вот такой вот сижочек Энскаден. На червя попал. На малька бы мы этого сига не увидели. Потому что сиг у нас не хищная рыба. Питается только червями, травкой, наверное, или чем там.
Неплохо, двоя зайсик. Ну, когда лов растет, уже не зря. Уже не зря старались, уже нельзя. Решили проверить. Вон, красота. Так. Опа, опачки. Опа, твою мать. Вот так вот. Порвалась веревка. Порвалась веревка. Это очень плохо. Вот так вот гнилые веревки. Да. Так, чтобы не потерять продольник, завтра принесу кошку. И с помощью кошки попробуем найти. Сейчас закину сюда просто бутылку. Отмечу здесь место расположения этого продольника. Потом закинем завтра, если найдем кошкой второй продольник. И с помощью другого продольника попробуем поймать. Вот так вот. Гнилые веревки подвели. Так, ладно, закидываем здесь пока. Здесь утопленный продольник. Ага, сейчас самые фиговые. Мы можем намотать этот продольник на якорь. Ну, намотаем, так намотаем. Что теперь? Потеряли продольник, не успев даже порыбачить на него. Так, здесь что-то небольшая натяжка есть, типа окушка что-то идет. Опа, ушел. Я даже так и не понял, что за рыба была. Скорее всего, подъязок, наверное. Окунь бы заглотил глубоко. Был и ушел. И у нас остался последний продольник. Последний продольник на сегодня. Ну, будет не что-нибудь интересненькое. Интересненькое. Здесь еще глубже. Чем ниже, тем глубже. Так, ну что? Что-то небольшая. Есть небольшая натяжечка. Совсем небольшая. Это хорюзок, что ли? Или подъязок? Подъязок. И все. Ну, на том спасибо. И на том спасибо. Так. Это дело сейчас мы будем оживлять, отпускать. Ну что, давайте подведем итоги. Видно, нет? Закончили мы нашу первую проверку сразу же после установки. Ну и вот, не пусто, окушки, язи, подъязки и хорюзок там один, сижок один еще есть. Нормально? Я считаю, нормально. Дальше будет проще. Главное, установили. А теперь, чем чаще будем проверять, тем лучше.
Ну, а если поймаем где-то, получится поймать мальков для живцов, будем наживлять живцами, я так думаю, будет веселее. Уже вот эта мелкая шушера не будет уже беспокоить. На сегодня все. Едем ужинать, отдыхать. Ну, а завтра будем встречать гостей и рыбачить дальше. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.